Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, мир и благословение нашему Господину, посланнику Аллаха, его семейству, его сподвижникам и последователям. В книге Аллаха, в суре Ан'ам, Господь наш Всевышний говорит, обучая нас основным фактам, вменяя нам в обязанность непосредственную связь с Ним, с Его религией, с Его откровениями, посланными им посланниками, особенно с нашим пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах говорит: Он, Аллах, властвует над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Когда Он сказал, что Он, Аллах, властвует над своими рабами, исключил понятие многобожия. Поистине Он тот, в чьих руках земля, создание, кормление, оживление, омертвение, одаривание, защита, польза, ущерб. Он Аллах единый, нет у Него сотоварища, пречист Он и велик. Это и есть понятие единобожия. Значит, мы видим примеры, не умаляющие значение единобожия по причине того, что Он пречистый и великий, един. По этой причине Он властвующий над своими рабами. Когда мы слышим, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Моя жизнь для вас благо, также и моя смерть для вас благо. Ваши деяния будут мне показывать». Имеется в виду, что ему будут показывать деяния 1,5 миллиарда потомков Адама по воле Аллаха, а он властвующий над своими рабами. И если я найду эти деяния хорошими, я восхвалю Аллаха, но если найду у вас плохие деяния, я попрошу вам у Аллаха прощения. Он в один момент попросит прощения 1,5 миллиарда мусульманам? Он Аллах, властвующий над своими рабами. Аллах, значит, так захотел. Хорошо, а Аллах ответит своему пророку? Есть надежда, что Он ответит своему любимцу. Есть надежда. Есть люди, которые не заслуживают, чтобы пророк просил прощения за них. Что же случится, если ты будешь просить за них или не будешь просить за них? Даже если ты попросишь им прощения 70 раз, Аллах не простит их. Почему? Потому что Он властвующий над своими рабами, потому что все на Его усмотрение. Он властвующий, нет сотоварищества. Когда пророку показывают наши деяния, в этом нет сотоварищества и ничего невозможного. Когда он имеет возможность услышать всех, кто читает ему салават и приветствует его, нет тут сотоварищества и ничего невозможного. Когда он отвечает в ответ приветствовавшего его, нет тут сотоварищества и ничего невозможного. Когда он ответит в ответ тому, кто просит, чтобы он попросил за него у Аллаха, и он скажет: «О Аллах, прости его». Нет тут невозможного. Почему? Потому что Он, Аллах, властвующий над своими рабами. Это не пророк прощает его, он просто просит Аллаха прощения ему. А когда он попросит, Аллаху решать, прощать его или не прощать. Нет тут никакого сотоварищества. Нет сотоварищества. Есть чистое единобожие, заключенное в Он, Аллах, властвующий над своими рабами. А если мусульмане будут просить не через пророков, а через больших авлия и благородных сподвижников, и они попросят им прощения, а они находятся в барзахе, это место, где обитают души людей до судного дня. Когда люди приходят к ним и приветствуют их, как и учил их пророк, да благословит его Аллах и приветствует, они слышат их. Слышат даже души многобожников. К примеру, пророк у колодцев в день битвы при Бадре. Пророка спросили: «Они слышат тебя?» Он ответил: «Они слышат меня лучше, чем вы». Даже души многобожников слышат по воле Аллаха, так как Он, Аллах, властвующий над своими рабами. Он сотворил эту землю именно так. Но вот мы пошли к авлия или ученому, или отцу, и сказали ему, а он в своей могиле: «Попроси за нас Аллаха, ведь ты находишься в состоянии барзаха, и он попросил за нас». После того, как тот попросил за нас, действительно имеется в виду, у него попросили, или он попросил, возможно ли это или невозможно.
Возможно. Но если мне вдруг не ответили, это указывает, что я плохой, скверный человек. Потому что ему говорят: как бы много ты ни просил, даже если за тебя будет просить ваш господин, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я не отвечу никому, то есть не прошу тебя из-за тебя, потому что ты плохой, скверный человек. Потому что тебе было сказано: пусть же они отвечают мне покорностью и веруют в меня, и, быть может, они последуют верным путем. Значит, решен мой вопрос. Нет тут сотоварищества, ни препятствия. Мир вам, о рабы Аллаха, делайте за меня дуа. Ты можешь говорить так, как живому, так и мертвому, без какого-либо предания сотоварища. Почему? Потому что я не прошу у него прощения, а прошу, чтобы он попросил за меня, даже если он не ответит мне. А он ведь Аллах, властвующий над своими рабами. Он же отвечающий на дуа. Значит, может ли Всевышний не ответить на дуа? Может не ответить. Может ли он заставить замолчать того, кто просит? Может. Может, например, заставить забыться, попросить за нас мертвого, также и живого. Он может заставить замолчать душу, когда ты уже начал просить. Может. Почему? Потому что Он Аллах, властвующий над своими рабами. Посмотрите теперь вот на этот аят. В этом аяте есть чудное, удивительное определение истин, упорядочивание обстоятельств, определение значения предания сотоварища и значения этики, морали. Вот эта этика и эти истины не могут подвергаться никакой критике со стороны предания сотоварища. Так понимают этот аят единодушно все исламские ученые. А после них появились люди, которые при малейшем поводе видят в этом предание сотоварища. Все время твердят: мушрик, если кто-то скажет так-то у могил пророков. Мушрик, если скажет так-то у могил авлия, ученых, родителей и так далее. И в таком духе всегда, что не присущно разуму мусульман.